Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Напряженная ситуация с коронавирусом сохраняется. В Якутию поступила первая вакцина от COVID-19. Кому поставят прививки? Розлив нефтепродуктов на территории якутской нефтебазы в Жатае. Крупные учения МЧС провели в республике. И современный способ идентификации домашних животных. Расскажем о процессе чипирования в Алекминском районе. В Якутию поступила вакцина гамма-ковид-вак, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции. Первыми ее получили сотрудники медучреждений Якутска, непосредственно работающие в так называемой красной зоне. Всего в наш регион поступило порядка 40 доз вакцины. Такое малое количество объясняется тем, что на данном этапе идет проверка логистики. Как объясняют специалисты, этот процесс достаточно сложный. В первую очередь тем, что вакцина от COVID-19 должна храниться исключительно при температуре в минус 18 градусов. Это вакцина производства Института микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи. Вакцина прошла регистрацию. Она не содержит живых вирусов коронавируса. Действующим веществом являются рекомбинантные аденовирусные частицы и предназначена только для вакцинации взрослого населения. Вместе с тем, 70 случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в республике. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. Из них в Якутске 35, в Жиганском, Мигино-Кангаласском, Чурапчинском районах по 5, в Ленском 4 случая, в Верхоянском и Аймиконском районах по 3. По 2 случая зафиксировали в Абыйском, Алданском, Булунском, Намском и Хангаласском районах. За сутки лабораториями региона проведено почти 4000 исследований. Ледообразование на реках республики в этом году ожидается позже установленных сроков. Об этом сообщает Якутское управление гидрометеослужбы. На реке Яне образование льда начнется примерно 4-5 октября. На Индигирке 7 числа. На участке реки Колымы, Зарянка-Среднеколымск, появление льда возможно 10 октября. На реке Лене процессы ледообразования также начнутся позже. На реках Алдан и Вилюй лед образуется 15-17 октября. На реке Анабар 2, а на реке Оленек 4 октября. Отмечается, что сроки могут колебаться в зависимости от погоды. Группа ученых СВФО подготовила базы данных озер регионов северо-востока России. Исследование проводит российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики. Всего подготовили и зарегистрировали в Госреестре 4 электронных баз данных, содержащих обобщенную информацию об озерных экосистемах бассейна реки Хатанга в Красноярском крае. Об этом сообщила агентству ТАСС профессор Института естественных наук Людмила Пестрякова. Также профессор рассказала, что ученые сформировали электронную базу данных состава водорослей арктических озер бассейна реки Лены. В Якутии прошли всероссийские комплексные командно-штабные учения. Отрабатывали действия при ликвидации розлива нефти. В учениях приняли участие более 190 человек и свыше 40 единиц техники. Учения прошли в 2 этапа. Практическую часть отработали на территории якутской нефтебазы в поселке Жатай, рассказывает Юрий Осипов. При обходе территории буферного парка нефтебазы сторож заметил течь в одном из резервуаров для хранения нефтепродуктов. После оповещения для ликвидации аварийного разлива к месту были стянуты все необходимые силы и средства. Такова легенда прошедших учений. Отработала пожарная служба. Были соседние резервуары обработаны охлаждением водой. Была подана пена. Также было задействовано нештатное аварийное формирование нефтебазы по ликвидации розлива и профессиональное аварийно-спасательное формирование сервис промышленной безопасности по сбору пролитого нефтепродукта.
Во время работ по ликвидации условной чрезвычайной ситуации на нефтебазе был организован штаб руководства операции. Именно он координировал действия всех участников учений. В сегодняшних мероприятиях были задействованы силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, филиала ДВР-ПСО МЧС России, службы спасения Республики Саха-Якутия, пожарной охраны нефтебазы, МВД, Росгвардии, Министерства здравоохранения. Все резервуары находятся в так называемом обваловании, своего рода рвы, предназначенные предотвратить увеличение площади поражения. Объектом для учения стал резервуар номер 6. При полной загрузке в него помещается 3000 кубических метров топлива. Несложно догадаться, что при разливе такого количества нефтепродуктов последствия могут быть катастрофическими. Согласно легенде, здесь произошла утечка, и несмотря на обвалование вокруг резервуара, возникла угроза возгорания топлива и попадания его в акваторию водного объекта. По второму замыслу учений в соседнюю акваторию попало около 20 тонн топлива. Чтобы ликвидировать последствия разлива до того, как будет нанесен непоправимый урон окружающей среде, специалисты растянули вокруг территории поражения так называемые боновые заграждения. Поверхность водной акватории обрабатывается специальным веществом, так называемыми сорбентами, которые минимизируют процесс растекания и ущерб экологии воды. Ну и, соответственно, все мероприятия, которые вы видите, то есть выставлены мобильные каркасные резервуарчики, при помощи которых загрязненная вода перекачивается в эти резервуары, сепарируется, отделяется и уже дальше идет либо на утилизацию, либо там на обработку самого нефтепродукта. В эти дни подобные учения проходят по всей стране. Их основная цель – улучшить взаимодействие всех структур, задействованных в ликвидации возможной чрезвычайной ситуации. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Чипирование собак – это современный способ идентификации животного. Такая процедура в ряде европейских стран обязательная. В России она тоже набирает популярность и в ближайшем будущем может стать частью содержания домашних собак. О чипировании в Алекминском районе. Материал Максима Копылова. В последнее время в нашей стране распространено чипирование животных. Раньше под процедуру попадали только породистые животные, а сейчас любой владелец может провести эту процедуру своему любимцу. Вот и в Алекминске с августа месяца началось чипирование собак. В соответствии с федеральным законом о ветеринарии номером 4979 от 1993 года, статья 2.5 ветеринарные правила по идентификации и учету животных. Но сейчас наше управление уже с августа месяца начало чипирование животных. Процедура чипирования считается современным, не доставляющим дискомфорта животным методом идентификации. Чип, он из себя представляет капсулу из неаллергенного материала, буквально там от 5 до 8 миллиметров. Вводится безболезненно, быстро. Считывается он, ну, читается он, скажем так, с помощью сканера. Что он содержит? Он содержит уникальный номер, присваиваемый этому животному. Чипирование облегчает хозяевам много вопросов. Во-первых, это путешествие со своими любимцами. Также при попадании животного в приют дает возможность хозяевам вернуть своего любимца назад. Больной вопрос с бродячими собаками также будет решен. Они будут бирковаться и чипироваться. С животными без владельцев. Чипируем. И еще есть один метод, это биркование. Ушная бирка, которая вот сканером считывается на расстоянии 25-30 метров. Животные, которые не проявляют агрессивность, которые социально адаптированы, они в приюте, скажем так, долго не задерживаются. Их отпускают в места, их ареала, так называемого. Вот. После необходимых процедур. Чипирование позволяет упростить учет кинологической системе, а также облегчить работу ветеринарных лечебниц. Максим Копылов. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, администрации поселка Усть-Мая удалось выполнить главные условия программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Там приступили к строительству нового многоквартирного жилого дома. Подробности реализации республиканской программы переселения в Усть-Майском районе в сюжете Юрия Таюрского. Жители 5 старых многоквартирных жилых домов района центра Усть-Мая вошли в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Главное условие этой республиканской программы муниципальное образование поселка Усьмая выполнило. Определились и подготовили площади под строительство нового дома для переселенцев, провели аукционы на аренду земель и строительство нового жилого дома. Экспертизу прошли, вот они вот у нас весной же приезжали, бурили, замеры делали температуры земли. Все экспертизу прошли и на сегодня вот согласно экспертизе привезли сваи, которые должны здесь вбиваться нужного размера. Впервые возведение такого большого жилого дома, да еще в каменном варианте, осуществляется в поселке Усьмая. Поэтому руководство района и муниципального образования надеется, что дом будет строиться качественно и в установленные сроки. Большую надежду возлагаем на строительство нулевого цикла, на устройство планировки, строительство фундамента, установка свай. Это все, что нас волнует на начальном этапе. Планируется построить трехэтажный многоквартирный жилой дом в каменном варианте. Общая площадь застройки 2670 квадратных метров. Возводить объект взялась строительная компания ООО «Энергострой Инвест». На первом этапе сейчас будем мусор вывозить, отсыпаться и приступать уже к бурению свай. И думаю, через неделю-две начнем уже бурение свай. Более 1500 человек из Усьмая и Петропавловска Ильдикана, проживающих в 54 ветхих и аварийных многоквартирных жилых домах Усьмайского района, попадают в республиканскую программу переселения с 2020 по 2025 года. Эта пятилетка разделена на 5 этапов. В ближайшее время еще разыграем аукционы на земельные участки. И уже надеемся, что в следующем году также застройщик приступит к работе. Некогда живописный район Черемушки в поселке Усьмая был самым престижным и красивым местом в райцентре. Сейчас здесь развалины и покосившиеся дома. Жители надеются, что новый трехэтажный жилой дом, да еще в каменном варианте, изменит облик райцентра и даст толчок для возведения жилого комплекса. Места для строительства здесь достаточно. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. Археологи обнаружили место древнего якутского захоронения. По словам ученых из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, по предварительной оценке захоронению уже несколько веков. Возможно, оно сделано в 17 веке, а может еще раньше. Предварительно в могиле находится скелет мужчины. На это указывают внешние признаки. Сейчас идет процесс расчистки внутреннего пространства гроба. После этого ученые должны бережно извлечь содержимое для лабораторных исследований и получения более точных данных. В сопроводительном инвентаре обнаружены украшения. Украшения, в частности, гривна, металлическая серьга одна и шейные украшения крестообразные. То есть, если говорить вообще об украшениях мужских погребениях, такое встречается достаточно редко. На моей памяти их всего несколько штук. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.